Проблемы, которые возникли в результате паводка на реке Колыме, в каждом из колымских районов разные. И руководству республики надо срочно принимать меры для их решения. Такой вывод сделал Айсен Николаев по итогам двухдневной работы в группе колымских районов. Напомним, 5 и 6 июня руководитель региона посетил Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский районы, где встретился с жителями, провел оперативное совещание правительственной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и дал поручение по проведению аварийно-восстановительных работ. Сейчас пик весеннего половодья приходится в Нижнеколымском районе. Подтоплено село Колымское и взлетно-посадочная полоса в поселке Черский. Практически полностью затоплено село Походск. Сегодня нам надо принимать очень оперативные меры для решения тех проблем, которые в этих районах созданы. В каждом районе они, несмотря на схожесть, все-таки разные. Если в Верхнеколымском районе нам сейчас надо срочно принимать меры, в частности по селу Верхнеколымское, по Зырянке, по восстановлению дорожной инфраструктуры, по ремонту многоквартирных жилых домов в первую очередь, для нормального вхождения в отопительный сезон, то в Среднеколымске уже видно, что нам надо работать по укреплению той защитной дамбы, которая сегодня она там имеется. В перспективе надо работать по вопросам вообще переселения людей из той зоны, которая постоянно у нас подтапливается по Среднеколымску. Есть у нас вопросы, связанные с тем, что сейчас в связи с повышением уровней воды по Алазее у нас Свата и Аргахтах тоже будут, скорее всего, подтоплены, и нам надо принимать превентивные меры, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства. Ну а в Нижнеколымском улусе мы видим, что на самом деле вот оно сейчас как раз наводнение продолжается, и нам надо достаточно оперативно меры принимать не только по восстановлению инфраструктуры в наших селах, но и, например, в частности, по вывозу людей из Черского, тех, кто уже в эти дни должен был уже вылетать, у кого были авиабилеты, например, в частности, да, там уже свыше 100 людей набирается, те, кто вот как раз потеряли свое право проезда именно из-за наводнения.